спросила, как вы здесь оказались. И он мне показал на голову и сказал, вот у меня рана, никто не был привлечен к ответственности. Из всех наших обращений в Генеральную прокуратуру всего 4 обращения получили соответствующие, в полном объеме, соответствующее реагирование. Добрый день, уважаемые телезрители Абаза ТВ. Сегодня мы беседуем с уполномоченным по правам человека нашей страны Асидой Шакрыл. Здравствуйте, Асида Георгиевна. Добрый день. Я бы хотела, чтобы мы с вами сегодня поговорили про тенденции в сфере прав и свобод человека, обсудили, как за 5 лет изменилась ситуация в вашей сфере. 25 марта истекло 5 лет с момента, как депутаты парламента доверили вам должность уполномоченного по правам человека. Что это были за 5 лет, что изменилось, где мы были, куда мы пришли? Я бы хотела, чтобы вы нам сегодня про это рассказали. Ну, я думаю, это такой будет долгий разговор, потому что на самом деле и начало было одним, да, развивалось это все в течение 5 лет. Поэтому я думаю, что есть о чем поговорить, я готова. Если подводить какой-то итог 5 лет, про что бы вы хотели сказать? Что самое главное, самое больное, самое острое, что сегодня требует высказать? Ну, вообще сам институт уполномоченного, да, вот такого независимого органа, да, вот как мы сейчас имеем, не было раньше. Вот. Это в 2016 году был принят закон, и в соответствии с этим законом был избран уполномоченный, первый уполномоченный, это Дмитрий Маршан, который поработал недолгое время, но я думаю, что это такое тоже было, им тоже были заложено начало, потому что он один из тех, кто продвигал этот закон об уполномоченном, да, чтобы это был независимый институт. А раньше, вы знаете, этот институт был при президенте, поэтому много работы было сделано, в частности, и общественными организациями, Центр гуманитарных программ. Я тогда еще работала, Саид Гизердава, я и другие сотрудники. Мы работали тоже над этим законом, и в свое время мы его представили в парламент. Вот. Ну, вы знаете, была такая уже, мне кажется, атмосфера, что в обществе чувствовалась эта потребность, да, чтобы этот институт был независимым. Потому что мы же все понимаем, что суть работы института – это выявлять нарушения. А нарушения обычно с чьей стороны? Да? Это же власть нарушает. И тогда понятно, что этот институт не может быть внутри этой системы. Он должен критиковать, получается, своих руководителей. Да? Это невозможно. Поэтому, в общем-то, люди понимали, общество понимало, что надо, чтобы такой институт был самостоятельным, ни от кого не зависящим. И тут важно, чтобы он был независимый и во всех отношениях, и структурно, и финансово, и так далее. Здесь очень много вопросов. Что, на мой взгляд, главное? Мне кажется, главное то, что мы смогли продемонстрировать, что институт может быть независимым. Мне кажется, самое главное, что этот институт выстоял. Самое главное, что он сегодня независимый. И самое главное, что есть результаты защиты прав человека. Я хочу, чтобы мы какие-то конкретные ситуации затронули, вкратце о них рассказали, чтобы просто людям было понятно. Есть очень важное дело о пытках, про которое я хочу, чтобы вы рассказали. Все мы знаем дело Анзора Тарба, мы его тоже, конечно, можем затронуть, это убийство в МВД. Но я знаю историю молодого человека, который в результате пыток стал пациентом психиатрической больницы. И я знаю, что самое сложное и страшное, что было в этом деле, это история того, как вы вообще об этом узнали. Я хочу, чтобы вы рассказали про этот опыт, про то, как вообще вы с ним столкнулись впервые. Вы знаете, это вообще проблема, пытки – это самое страшное, конечно. И мне кажется, что до работы офиса уполномоченного, да, в том виде, в котором он сейчас существует, слово «пытки» в стране не произносили вообще. Ни журналисты, ни гражданское общество. Мы говорили о том, что их бьют.
да, и возмущения по этому поводу были. Но вот слово «пытки» как-то вот, наверное, и общество не готово было, и мы не готовы. Но мы как-то привыкли, что пытки это связаны со Освенцимом, там, не знаю, ну да, с фашистскими какими-то. Вот эта история. Ну и вообще нам нравится думать, что у нас нет чего-то. Да, и вообще, Это да, приятно. потому что говорить вслух это о тех проблемах, которые существуют, вообще как-то у нас не очень, ну, одобряется. Вот. Ну, посмотрите. Дело в том, что люди, которые являются жертвами этих пыток, да, они сами об этом не говорят. Они сами об этом не говорят. Здесь очень много составляющего. Во-первых, они находятся внутри этой системы. Если они об этом говорят, значит, их больше накажут. Еще больше поплатятся они за это. А с другой стороны, есть такая психология криминального мира, да, нельзя говорить. Это не в чести. Это да, это не уважается и так далее. Но вот эта такая сложившаяся система, она выгодна и тем, кто вот как бы возглавляет этот криминальный мир, и, ну, кто управляет этим миром, и системой, да, вот этой вот Тем, кто тюремной, да, и вот людям, которые там служат, им тоже это выгодно, потому что это такая договоренность, да, по умолчанию. Таким образом, авторитеты управляют своим миром криминальным, органам тоже есть это как бы, да, могут использовать такие методы, да, чтобы выбивать показания и так далее. Это такая ложная, как бы, да, ложное понимание, что ты остаешься как бы мужчиной, если ты об этом не сказал. Но если как бы широко на это смотреть, ты униженный, да, и достоинство твое унижено. Ты не отстоял свое достоинство. Тебя бьют, тебя там, не знаю, все что угодно могут сделать, и ты молчишь, потому что ни криминальный мир, ни эти это не одобряют. Но сам человек, он только в проигрыше. То есть говорить, но может что ты молчишь, потому что ты уверен, что это невозможно решить? Но, вы может, знаете, ты бы не молчал, если бы ты знал, что вот я скажу, его посадят, уволят, накажут? Вообще все бы мы тогда должны были бы, вообще в любой области все бы мы должны были бы сложить руки и сидеть, сказать, а зачем мне жаловаться, все равно никто там мои жалобы не услышит, и все останется на... Зачем идти в суд, потому что суды тоже коррумпированы, а зачем вообще, там, не знаю, пытаться поступать в университет, все там за взятки, ну, тогда вообще вот мир как бы теряет смысл, да, что-либо делать, сопротивляться чему-либо и так далее. Но есть вот один хороший фильм, я не знаю, вы помните или нет, «Пролетая над гнездом кукушки» Милоша Формана. Есть такое, когда там пытается поднять, да, выдернуть постамент этот, и он понимал, что он это не сделает. Но он всеми силами постарался этот постамент выдернуть, и он сказал, ну я хотя бы попробовал. То есть ты можешь себе сказать всегда, что ты попробовал. И часто мне говорят, ой, какой вы наивный человек. И все равно я хочу, чтобы вы рассказали ту историю, как вы нашли во время инспекции психиатрической больницы вот этого парня. Потому что я помню, что когда я ее услышала впервые, я тогда вышла из вашего офиса и подумала, что я хочу здесь работать, я хочу делать то, что делают эти люди, и хоть немножечко быть к этому причастной, потому что меня это шокировало. Понятно, что уровень восприятия... Это трагедия на самом деле. На самом деле это дело показывает, как вообще вся система работает, да, государственного управления, и какая она порочная. Дело в том, что, ну да, вот мы приехали в психиатрическую больницу, чтобы познакомиться с условиями, да, содержащихся там людей и так далее. И мы все комнаты, все палаты, мы говорили с теми, кто там находится. И мы прошли в то крыло, где вот люди содержатся после решения судов. То есть принудительное лечение этих людей. Да. И я увидела, что, мы со всеми говорили, но вроде бы все нормально, но я увидела, что вот просто человек что-то, вот просто почувствовал, что он что-то хочет сказать. Вот. Я попросила всех как-то оставить нас одних.
Он ничего особого не говорил, но вот я просто спросила, как вы здесь оказались? И он мне показал на голову и сказал, вот у меня рана здесь, она еще не зажила, и там на самом деле салфеточка была сверху. И он рассказал эту историю, как он был задержан, вот, и ну, какое-то было ограбление, и его задержали. Ну, не на месте ограбления, а далеко от этого места, в городе. Это в Галле все происходило. И его задержали, значит, привели в отделение. И что происходит? И утром где-то в 5-6 утра его находят с проломленной головой. И его забирают в больницу, там его привозят потом в республиканскую больницу, ему делают трепанацию черепа, сложнейшую операцию, многочасовую, его или спасают и так далее. Но после этого все, этот человек больше вот как бы, не жизнеспособный, как он был до этого, да, вот вся его жизнь уже все перевернулась. И он уже с определенными, да, проблемами психическими, последствия травмы. Там, серьезно. Сколько ему лет, давайте напомним? Ему было около 20, да, вот, ну, я могу сейчас ошибаться, но молодой парень, просто молодой парень. Вы знаете, в чем тут вот самое страшное? Это не произошло, это же не какой-то случай, где вот, ну, если бы это произошло там же, где ограбление, кто его ударил, как это произошло, ну, нужно вести серьезное, долгое расследование, находить свидетелей, ну, потому что это где-то произошло. Но это произошло в режимном объекте. То есть он находится в заперти. Это не просто какое-то там, не знаю, помещение, куда имеет возможность попасть любой человек. Нет, исключительно охрана или следователь, или там, ну, единицы, 2-3 человека, которые имеют доступ в эту камеру. И человека находят вот, то есть его привозят туда абсолютно в нормальном состоянии. И его находят вот это. И вы знаете, и следствие не нашло. То есть, ну, было же возбуждено, наверное, дело. Не знаю, но когда мы с этим столкнулись, конечно, никто не был привлечен к ответственности за то, что нашли задержанного, да, в таком состоянии. Ни один человек не был привлечен к ответственности. Более того, и после наших всех обращений ни один человек не был привлечен к ответственности. А что вам отвечали уполномоченные органы? Вы знаете, это вот, наверное, мы будем к этому все время возвращаться, к работе прокуратуры, к системе и так далее. Но в данном случае, ну вот тоже такая вот проблема. Это тоже есть проблемы, пробелы серьезные в законе об уполномоченном по правам человека. Ну, писали как-то вот так обрывочно. Тот вариант, который мы предложили, он не был принят, потому что там логика вся была, да, стали что-то из российского законодательства выдергивать и так далее. И он такой неполноценный, с определенными как бы недочетами, пробелами, и там нужно много дополнений, поправок. Но я сейчас об этом скажу, раз я уже начала. Мы сейчас подготовили, очень много поправок за 5 лет мы сделали. Ну, мы каждый раз сталкивались с проблемой, надо внести такую поправку, чтобы сделать более эффективную защиту. И, значит, и сейчас столько поправок, что, наверное, скорее всего, парламент, наверное, я думаю, это будет разумнее, если они в новой редакции примут закон об уполномоченном, потому что, ну, столько вносить поправок не следует. А что там за проблема такая? Вот одна из проблем. Одна из проблем, что уполномоченные, если люди обращаются, да, с нарушениями своих прав, уполномоченный начинает как бы действовать и включается в проблему только после того, как сам гражданин принял все так бы, да, законные ему механизмы, да, то есть он сам должен обратиться там, не знаю, в прокуратуру, в суд и так далее для защиты своих прав. Если на этом пути у него появляются какие-то препятствия, уполномоченный может включиться, но в саму суть
решения, да, сути проблемы. Там, ну, мы не можем заменить суды, прокуратуры. Нет такой компетенции уполномоченного. Здесь мы только как бы вот следим за тем, чтобы все было на этом этапе обеспечено. Все процедурные, да, как бы законные права ему были обеспечены. Были десятки, ну не десятки, но много писем в Генеральную прокуратуру. И я, конечно, если вы как-то вот, ну, цитировать не будем, но я знаю, что вы знакомы с докладами уполномоченного, и вы у нас работаете определенное время уже, то вы в курсе того, как офис уполномоченного критикует работу прокуратуры, особенности Генеральной прокуратуры. Я недавно посмотрела нашу статистику. Из всех наших обращений в Генеральную прокуратуру, ну, там может быть 59-60 обращений, всего 4 обращения получили соответствующие, в полном объеме, ну, как бы соответствующее реагирование. Почему? То есть получается, что около 2 с чем-то процентов. Почему Понимаете? так? В основном они просто не находят нарушений, признаков нарушения прав человека. Что с этим парнем? Признак, да, как правильно с понимаю? этим парнем и с десятком других случаев. Я до сих пор не могу дать этому какое-то объяснение. Но единственное, я как бы в целом, я недавно, ну, все-таки сделала такое заключение, что у нас такая система круговой такой поруки, она есть. И одним из главных звеньев этой цепи, это, конечно, Генеральная прокуратура. Возможно, я бы так, ну вот, изо дня в день, как говорится, не повторяла бы об этом, если бы это не Генеральная прокуратура, а какая-то прокуратура какого-то района была бы. Но это Генеральная прокуратура. Дело в том, что иногда мы говорим, ну, я вот как бы иногда вижу, что, ну, иногда, ну, надо сказать честно, что, ну, есть как бы, может они специально так интерпретируют, ну, или это как бы некомпетентность какая-то, ну, тоже надо подумать, не знаю, но те ответы, которые мы получаем, да, они иногда очень некомпетентно выглядят. То есть вот ты говоришь, там, ну не знаю, вот этот стакан прозрачный, и ты объясняешь, почему ты видишь, что он прозрачный и так далее. А тебе скажут, нет, он вообще не прозрачный и черный. А ты спрашиваешь, почему? А вот потому он черный и все, и непрозрачный. То есть вот такой ответ, да, который не объясняет, не раскрывает. Я первое время очень долго, ну и сейчас тоже как бы мы так делаем, но в своих письмах мы старались раскрыть значение статей, норм международных, показать, как вообще, ну что значит защитить права. То есть главная функция, да, ну основная, да, это Генеральной прокуратуры, это обеспечить соблюдение законности, защиту прав в стране. Но и мы как бы старались в своих письмах показать, как это надо обеспечить. Вот вы бы должны были бы вот так это сделать, как мы это понимаем, как офис уполномоченного по правам человека это понимает. Как Но бы у них же должны может были... быть просто свое понимание. Они же, Вы знаете, наверное, да. Они же, наверное, пытались вам что-то на это отвечать, что мы... Вы знаете, часто мне говорят, это вы так интерпретируете, а мы это интерпретируем по-другому вот так, это понимаем. безусловно. Но я иногда так, мне так это вот, ну как-то мне, ну, смешно, потому что мы же не говорим о вкусах наших, о предпочтениях наших, ну не знаю, в жизни, музыки, там, не знаю, одежды или еще что-то. Вот я считаю, что черный цвет там кому-то подходит, это кому-то, это я так считаю. Да, в этих вещах мы можем каких-то на своих позициях быть. Но у нас есть Конституция, у нас есть законы.
Мы говорим о том, мы не строим какое-то непонятное государство, вот как бы что-то, как каждый из нас это понимает. Да? А мы строим государство в соответствии с нашей Конституцией. Демократическое государство. Что это означает? Это означает, что у этой системы управления, когда демократическая система управления, есть нормы, есть принципы. И если ты не следуешь этим принципам, то каждый может интерпретировать. Это у меня очень часто тоже такой спор с юристами. Они начинают говорить, что это вот, ну, и судебные решения тоже, да, вот часто бывают, как бы они Мы поговорим разные, мы поговорим об этом, но, ну вот, скажем, интерпретация там статей, да, сотрудниками Генеральной прокуратуры. Почему мы, во-первых, как бы по-разному это видим? Потому что, ну, есть такое, я все время об этом говорю, когда начинают интерпретировать нормы, вырывая из контекста. Но вот у любого закона есть свои задачи и цели. То есть если ты как бы, да, а цель, чтобы каждый человек был защищен, государство должно защитить каждого, права человека каждого должны, это цель, да, справедливость, чтобы восторжествовала, да, и так далее. Значит, если ты вот эти принципы как-то не очень, да, не во главу угла ставишь, тогда ты можешь вырвать из контекста одну статью, потому что на самом деле юридические нормы, они же такие, каждый юрист как-то, как говорят, сколько юристов, столько мнений. На мой взгляд, мы в свое время выборы не смогли провести с написанным законом и до Верховного суда дошли, да? Конечно, столько мнений, когда вот этих принципов, когда ты не следуешь этим принципам, понимаете? Самое главное вот в правосудии или там это принципы. И нормы эти написаны для того, чтобы эти принципы восторжествовали, да? Справедливости, там, не знаю, ответственность, чтобы понес тот, кто нарушил, и так далее. И в этом смысле мне кажется, что нужна такая, ну не знаю, нужно что-то пересмотреть в работе этих органов. Иначе мы все время будем как бы ссылаться на то, что этот юрист так думает, другой по-другому. То есть как будто это какие-то проволочки. И мне кажется, нам всем чаще надо читать нашу Конституцию, чтобы никому не хотелось по-своему, да, по-своему это общество выстраивать абхазское. У нас и другие же дела есть, связанные вот с содержанием людей, да, и с незаконным задержанием там, или же с нарушением законов там, процедурных и так далее, процессуальных норм, когда адвоката вовремя не допускают, когда задерживают как это, не предъявляя обвинения, там, скажем, по административным, да, каким-то правонарушениям, а потом предъявляют уголовное, да, обвинение и так далее. Это вот много таких нарушений. И вот был такой случай, который мы тоже давали, в связи с которым мы давали пресс-конференцию и так далее. Это в Гудаутах такое произошло. И ну, вот из дома забирают человека, то есть ему, ну, то есть одно обвинение, а потом вообще выясняется, что это уголовное дело и так далее. Ну, там проблема еще была в том, что мать сразу обратилась к нам, и мы не могли найти местонахождение этих ребят, два брата. Вы знаете, я говорила и с министром, и с прокурором этого района. То есть они сказали, что они не знают. И после этого мы обратились в Генеральную прокуратуру и сказали, что мы считаем, что прокурор Гудаутского района должен понести ответственность за то, что он не отреагировал на наше сообщение, что вот где-то содержится человек, где мы не можем найти и так далее. И что он спустя даже сутки там, нам эту информацию не предоставил вообще. Да? И что вы думаете, нам Генеральная прокуратура ответила? Мы не находим признаков правонарушения.
Мы не считаем, что прокурор Гудаутского района что-либо нарушил. То есть, вы знаете, я, конечно, говорю о неэффективной работе прокуратуры. Но иногда мы приходим к выводу, что покрываются без преступления. То есть, если мы получаем вот такой ответ, да, но у нас возникает вопрос, есть ли вообще задача у Генеральной прокуратуры привлечь к ответственности тех, кто нарушает законы или совершает противоправные действия? Ну, возникает вопрос, он стоит. Этот вопрос стоит по сей день. Вот закончился мой 5-летний срок, как говорится, а этот вопрос все стоит. И я считаю, вы знаете, для меня... Ну, так система наша, да, в соответствии с нашей Конституцией государственного управления, так она сформирована, что очень много сегодня компетенций у Генеральной прокуратуры. Или же тогда надо как-то подумать и вывести какие-то вещи. То есть сегодня Генеральная прокуратура выполняет две функции, да, то есть Генеральная прокуратура выступает в судах с обвинением, то есть участвует, да, как обвинительный орган. Да. И при этом Генеральная прокуратура следит за законностью и так далее. Надзор, да, надзирает. У вас были встречи с генеральным прокурором? Вот за эти 5 лет вы встречались, вы рассказывали ему, что там, смотрите, Атгур Нукзарович, ситуация следующая. Мы написали вот это, нам ответили вот это. Как вы считаете, это законно? Вы пытались с руководителем Генеральной прокуратуры обсудить все, что вас не устраивает в работе Генеральной прокуратуры? Да. Вы знаете, я не встречалась, но мое желание до конца это оставалось, моя попытка как бы вот, чтобы такая встреча. Но я вам хочу сказать, часто, наверное, как бы говорят тоже о том, что я не встречалась, я там как бы не нашла общий язык, да. Если вы прочитаете наши письма к ним, да, и наш настрой, то вы поймете, что вот каждым письмом мы пытались сказать, что давайте вот так, и мы хотим, чтобы мы не были по разные стороны. У нас одна общая задача. Защита, у вас надзор, а мы вот как бы то же самое. Мы хотим, чтобы права людей были защищены в этой стране. И для меня по сей день непонятно, почему мы по разные стороны. Почему наше желание сотрудничать воспринималось как критику. Очень часто, ну как бы я же пишу это генеральному прокурору. Любой эффективный руководитель, когда получает информацию о том, что в его структуре, да, работающие люди нарушили закон или недобросовестно как бы отнеслись к своим обязательствам и так далее, любой эффективный менеджер в любой организации, ну как бы должен будет разобраться, чтобы вообще-то организация работала эффективно. Бизнес это или не бизнес. То есть ты должен снимать какие-то проблемы, да, которые есть, чтобы ты был эффективным, имел и успешно, да, развиваться и так далее. Если как руководитель, ну, не знаю, генеральный прокурор, министр внутренних дел, там, премьер-министр, не знаю, глава администрации города получает такие письма, ну, по логике вещей надо было бы вызвать, да, спросить, а почему так произошло? И разобраться, чтобы впредь этого не было. Да? Я вам хочу сказать, что за все 5 лет работы вот такого реагирования на наши письма единицы. Это касается всех структур Абхазии. Вы понимаете, это касается всех структур. За все время, может быть, было одно представление, 2 предостережения о Генеральной прокуратуре и так далее. Ну, чтобы кого-то сняли с работы. А там мы говорили, вот как, например, убийство Тарба, или там как вот тот случай, про который мы говорили, когда это, ну, чтобы кого-то сняли, да еще кого-то, чтобы за это наказали, да, привлекли какую-то уголовную ответственность, такого не было. Вы понимаете, это страшные выводы. Это серьезные выводы. Если, вот, ну, я не знаю, я обращаюсь как бы к каждому, это говорю, каждому чиновнику.
и каждому гражданину. Если мы не то, что завтра, если сегодня мы не начнем менять эту ситуацию, мы не сохраним это государство. Как государство. Мы, наверное, как люди, как этнос. И то тоже большой вопрос, мы об этом тоже можем поговорить. Но мы как государство. Государство – это когда работают законы. Государство будет государством, да, развивающимся, правовым и так далее, когда в этой стране будут работать законы. Недавно мы пришли в отделение там, да, милиции, в ИВС, и говорят, ну я говорю, кто мы, вот я и мой сотрудник офиса уполномоченного, мы пришли, и начальник этого учреждения говорит, вы знаете, я должен узнать. Хорошо. Если вам что-то надо, но мне точно, как уполномоченному, никаких разрешений не нужно, ни у кого спрашивать не нужно. Вот закон так написан, что нет надобности дополнительных разрешениях. И потом, через какое-то время выходит, говорит, извините, руководство сказало нет. Я говорю, а вы знаете, вы руководство на вашем месте, здесь вы руководство. Вы и начальник, и министр, и президент, потому что законом вам даны эти полномочия. А выше закона никто не может быть, да? Нет, конечно, не получается. И что у нас происходит? У нас происходит, что нет осознания того, что вот это закон, и это есть высшее, вот все, что вот выше закона ничего не должно быть. Нет этого понимания, потому что так практика многолетняя, 30-летняя точно, да, сложилась, что, как сказал начальник, как сказало руководство. А почему так? Потому что если он не подчиняется, он скажет, вы извините, начальник, вот вы что-то не то говорите, потому что закон, да, меня привлекут к ответственности за то, что я нарушил закон. Его не привлекут. А его не привлекут, потому что его начальник его покроет, да, его преступление, он как бы... Потому что для начальника это не нарушение, потому что он сам нарушает эти законы. И это повсеместно. Это на уровне, вот как бы, да, на уровне низшего звена и заканчивая самым верхним звеном, да, то есть это до президента доходит. То есть у нас так. Вот такая проблема существует, когда есть такое вот представление, что если ты сегодня министр, начальник, президент, премьер-министр, что ты можешь нарушить закон. Что ты, и все понимают, что ты можешь нарушить закон, и ни одного процесса в стране не было за то, что кто-то нарушил права человека, его привлекли к ответственности. Это же говорит об этом. О том, что люди как бы не могут защитить свои права, потому что за нарушение прав никого не привлекают к ответственности. Я хочу затронуть тему органов опеки и попечительства, и тоже на примере ситуации, которая прям свежая, очевидная и тоже достаточно ужасающая в моем понимании. Коротко расскажу, если вот буду ошибаться, исправляйте. В конце года случился инцидент, что родители в разводе, дети остались с отцом, и отец применил физическое насилие в отношении дочери. Об этом стало известно в результате того, что сама дочь об этом сообщила. Насилие было жестокое, как я понимаю, он бил там ее вплоть до того, что арматурой. И какое-то длительное время ничего нельзя было сделать. Девочку не забрали от отца, ребенок оставался в опасности, были задействованы вообще все структуры, которые могут быть задействованы, были в курсе и были задействованы, а ребенок оставался с отцом, который его бьет. Я правильно рассказываю фабулу? Так оно было? Да, вы знаете, у нас в стране вообще таких случаев много, когда есть домашнее насилие. И еще я хочу договорить про то, что мы же все стоим на любви к детству, к детям.
наше будущее, вот это вот все, это же такая очень серьезная часть нашей идеологии. Как так выходит, что большой круг людей знает о том, что конкретную девочку бьет конкретный отец, и ничего не получается с этим сделать ни день, ни два, месяц, да, практически? Вы знаете, вот что я хочу сказать по этому поводу. Ну, это же тоже как-то вот... здесь не просто вот как бы есть один человек, он вот как бы преступник, он бьет, да, ребенка. Я бы хотела немножко вот, да, ну, с разных сторон на эту проблему посмотреть. У нас сегодня, в настоящее время, в нынешнем состоянии нашего общества, да, представление бить детей, как бы, да, это не то, что ты вот такой вот ненормальный, да, но детей надо как бы воспитывать. И каждый это делает как понимает и как умеет. Да. И кто-то для кого-то... Кто-то это к этому сам приходит, кто-то повторяет свой опыт, да, свое детство, как к нему. Травматично. Да. Ну, например, многие там говорят, вот меня тоже били, да, ну из меня же хороший человек вышел. А если бы не били, неизвестно, что бы из меня вышло. И правильно, что так меня воспитывали. Например, и я тоже буду. И потому что я же хорошим вырос. Значит, и так правильный подход, правильная методика была. И кто-то говорит, я своих детей в очень строгости, в строгости, и вот я захожу, там они все по углам и все остальное. То есть не потому, что он, так вот прям вот такой, да, изверг и так это делает, потому что, вот такой характер, а потому что он-то как бы из хороших побуждений. И тут, понимаете, здесь разные люди, да, все мы разные, все как бы, понятно, что кто-то не имеет знаний, кто-то не знает, как правильно, кого-то, как я сказала, да, все это. Поэтому должны быть в государстве соответствующие органы, да, которые за всем этим следят. Плохая мама, не знает она, как воспитывать ребенка. Мы все, чтобы быть, там, не знаю, филологами, юристами там, или еще что-то, 5 лет учимся. А кто сказал, что быть мамами можно без каких-либо знаний, хорошими мамами? Конечно, нужны знания. И много знаний нужно, и опыт нужен. И в этом смысле у нас ни в школах, нигде, таких знаний нигде не получают. И делают, как знают. Но в государстве должны быть органы, как вот вы говорите, да, органы опеки, попечительства, там, не знаю, социальные службы, школа должна серьезно, как бы, да, этот компонент, как бы, да, уделять этому компоненту серьезное внимание и так далее. Администрация городов, у которых тоже серьезные обязательства есть в этом плане. И тут вот надо посмотреть на то, как эта работа поставлена. Вот этот случай, о котором вы говорите, да, а я знаю и другие случаи. И у меня есть информация, что во многих районах есть много других случаев, да, которые вообще наружу не вытащил никто, потому что туда не подойти или еще что-то, не знаю, люди не хотят этой информацией делиться и так далее. Вот. И получается, что вот в этой ситуации у нас нет ни органов, я сейчас не говорю обо всем, но я сейчас скажу, чего нет еще, ни норм, которые регулируют эти проблемы, понимаете? Например, если в стране нет закона, или иного какого-то нормативного документа, всесторонне, как бы, да, эту проблему регулирующую, как можно работать с этой проблемой? Кто должен работать с этой проблемой? Вы понимаете, 30 лет. Вы имеете в виду закон о бытовом насилии? Нет, я сейчас говорю об органах опеки. Именно закон об органах опеки. Закон, нормативно-правовой документ, где все должно быть расписано. Но они же работают на основании чего-то. Не знаю, чего-то. Где-то чего-то, а где-то ничего-то.
То есть где вот Мактина Джинджоля, уполномоченная по правам ребенка, она вот за эту проблему взялась. Она объездила все районы. Она увидела, что нет нормативных документов, ну как бы в том, вот так вот расписано в том виде, что полноценно этот вопрос регулировался. Где-то они есть, какие-то обрывки. А где-то вообще сами люди, которые занимаются этим, они вообще не знают о своих полномочиях. То есть там десятилетиями определенные люди занимают эту должность, но они о своих полномочиях не знают. Конечно, здесь проблема вообще министерств, кабинета министров и так далее. Как на протяжении? Ну, у нас очень много сфер, которые никак не регулируются, потому что нет законов, да? Но об этом можно еще поговорить. Ну вот что касается органа опеки. Даже вот в данном случае, да, то, что касается Гагарского района, мы все-таки нашли, да, нормативный документ, который регулирует это, и функции органа опеки, они выполняют там специалист по охране детства и так далее. Но поскольку этот орган не работал эффективно, да, они не знали, что они должны, вот у них такие обязательства есть. Это такая большая проблема, и это касается многих структур. То есть они не знают о своих обязательствах. Иногда бывает, что нет закона, да, но человек на этом месте оказался. Но еще закон не принят, нормативных актов. Но если человек неравнодушен, если человек не может мириться с тем, что вот там ребенок, который плачет, который нуждается в твоей помощи и защите, и ты знаешь, что надо, вот ты не можешь, ты все равно какие-то действия предпримешь. В отсутствие закона, в отсутствие норм и все остальное. И всего остального. А здесь получается, что у тебя что-то да все, у тебя и обязательства какие-то есть. А ты ничего не можешь сделать. И более того, ты как бы, хочешь как-то все, чтобы это вот не приобрел, вот эта проблема не приобрела вот такого масштаба, да, такого да, реагирования, все остальное, когда все подключились, как в данном случае, да. Мы и уполномоченные по правам ребенка, и уполномоченные там, органы, там, не знаю, опеки, социальные службы, министр внутренних дел, премьер-министр, там, не знаю, глава администрации другой. Вы знаете, в решение этой проблемы были включены, то есть различные структуры то есть на высшем уровне, то есть министры, да, премьер-министр, и проблема не была решена, как она должна была бы быть решена. Почему? А потому что мы пренебрегаем законами, нормами, принципами. Все потому же. Потому что надо сохранить отношения. Потому что сохранить отношения, принеся в жертву ребенка. В данном случае в жертву ребенка, завтра человека, который в закрытых стенах, в местах лишения свободы, там в больнице, там в психиатрической больнице. С Асидой Шакрыл невозможно работать. Асида Шакрыл человек, не способный на компромиссы. Я не девушка на выданье, да, чтобы быть хорошенькой и так далее. У меня есть ответственность. А сейчас я думаю, да, наверное, этот человек меня недолюбливает, а тот, наверное, видеть меня не может. Ты теряешь отношения, ты по-живому режешь. С Асидой Шакрыл невозможно работать. Асида Шакрыл человек, не способный на компромиссы. Я не девушка на выданье, да, чтобы быть хорошенькой и так далее. У меня есть ответственность. А сейчас я думаю, да, наверное, этот человек меня недолюбливает, а тот, наверное, видеть меня не может. Ты теряешь отношения, ты по-живому режешь.
Я вижу, что я тот человек, который нарушает какие-то вот такие негласные или гласные, не знаю, нормы в абхазском обществе, когда не считаешься с родственными отношениями, не считаешься, да, не знаю, с какими-то, не знаю, правилами чиновничьими и так далее. И ты не свой. Но я для себя сделала этот выбор. Я как бы понимаю, что если я делаю выбор в пользу сохранения отношений, и чтобы я была понятна чиновникам, то есть чтобы я вписывалась в эту систему управленческую, да, я должна сохранить отношения. То есть я должна сделать вот ставку на это. Но если ты на самом деле, то есть твоя задача защитить, да, или устранить нарушение прав человека, и на этом пути приходится указывать на нарушения. Это одна задача. Ты указал, и можно на этом остановиться. Ну что, у полномоченного нет этих рычагов, компетенции ограничены, надо озвучить. Озвучить эту проблему, чтобы те, кто ответственен за решение, должен принять меры. А можно пойти дальше, да? Сказать, вот здесь нарушение, и нарушил его вот этот конкретный человек. И, пожалуйста, привлеките его к ответственности. Можно написать один раз и сказать, я написала, но никто не отреагировал, ну что я могу сделать? И правильно, не будет никакого, такого, знаете, никаких претензий нет, в законодательно и так далее, сделал. А можно написать 10 раз. Это уже надоедает. Это уже заставляет раздражаться чиновника этой настойчивостью и так далее. А потом еще, если ты в первом письме пишешь, отреагируйте и примите соответствие. Мы надеемся, что вы примете. Мы рассчитываем, что вы не будете мириться с беззаконием, потому что это ваши тоже ответственности, функциональные обязанности и так далее. А во втором письме мы пишем, вы специально это не нарушение не указываете, вы не привлекаете к ответственности. Мы это считаем, ваше такое бездействие, что это нарушает этот закон, и вы несете за это ответственность. Не хватает. Потом мы обращаемся в суд, да, и мы говорим, нет, мы вас не оставим в покое, потому что вы все-таки не привлекаете людей к ответственности за то, что они унижают, за то, что они убивают. А там мы уже имеем разные тоже результаты в суде. Асида Георгиевна, давайте сейчас как раз это будет к месту. Рубрика «Обратная связь». Очень часто можно услышать, мы журналисты это очень часто слышим, что с Асидой Шакрыл невозможно работать. Асида Шакрыл человек, не способный на компромиссы. Асида Шакрыл никого не слышит, грубо говоря, если упростить это все. И сейчас, в принципе, вы говорите то же самое, чуть другими словами, что дружбы не случилось и взаимодействия не случилось. Как вы сами считаете, почему про вас так говорят? И, может быть, про вас так говорят именно потому, что вы отправите 20 писем, а дружба и 20 писем несовместимы, то есть нужно или дружить и присоединяться к этому кругу, где все на все закрывают глаза и все хорошо, или просто невозможно иначе быть в хороших отношениях, если ты хочешь указывать и говорить. Вы знаете, я иногда говорю, я не девушка на выданье, да, чтобы быть хорошенькой и так далее. У меня есть ответственность. Я, наверное, сложный
в определенных вопросах, да, человек сложный, потому что я не бескомпромиссный, когда это касается унижения человеческого достоинства. Я вот не могу. Ну, вот, наверное, есть такой характер. Откуда если... это у вас? А я думаю, это с детства было, да. Я думаю, это с детства было. Я помню, даже в школе я была очень такая, я не была вот такой вот, как сейчас. Вот. Да. И однажды студенты, которые проходили практику в нашей школе, очень вольно стал разговаривать с нами, оскорбляя, и одного из одноклассника моего очень неприятными словами обозвал его, очень ужасно. И я никогда ни одному учителю не отвечала вот так, чтобы никогда, но меня это так возмутило, что я встала и сказала: как вы смеете? И вот урок сорвался. Это все вот в учительской, все учителя стали обсуждать это все. И учителя говорили: не может быть, чтобы Асида вообще так вот это... Почему-то это восприняли, что это такое, не знаю, нехорошее поведение. Хотя я считаю, что я ничего такого не сделала, но были все удивлены. Но для меня это был такой вот, я запомнила это все, потому что я очень много плакала, потому что все учителя стали как-то вот говорить, как вы разговаривали с практикантом и так далее. Дошло до 7. Вот из этого сделали большой скандал. Здесь за 5 лет вы много плакали? Много. Много, да. Потому что что-то не получилось или потому что были какие-то истории, над которыми... Знаете как, разочарования бывают, на всех этапах разные эти. Но ты как-то разочаровываешься и в людях, и в том, что а удастся ли нам вообще что-то сделать, удастся ли нам построить это государство, где каждый гражданин будет защищен. При этом мы будем развиваться, при этом мы будем стремиться в то, чтобы мы были частью международного сообщества, чтобы мы не были изгоем в этом мире. Да? Много вопросов. И плюс ко всему этому и то, что ты теряешь отношения, ты по-живому режешь. Это же нелегко. Вам в семье тяжело? Было такое, что ваши братья, родные, конечно, говорили... к ним часто звонят. А они как это воспринимают? Надо сказать, что они не вмешиваются в мою работу. Привыкли? Не то, что привыкли, но как-то, мне кажется, что есть такое уважение друг к другу, не указывать, как работать и что делать, потому что, все-таки доверяют, что я то, что делаю честно, и раз я так делаю, значит, это мера, которая необходима. Но были случаи, когда это касалось родственников, семьи, и они, конечно, были разговоры, зачем и почему и так далее, но я объясняла, потому что, вы понимаете, и это очень больно. Ты теряешь друзей, ты не приобретаешь за время своей работы, да. Я за это время, точно могу сказать, что я, может, соратников, да, а вот таких друзей, которые не по работе, не по, родственников, конечно, я их потеряла. Я иногда смеюсь и говорю, я раньше думала, что, все меня должны любить. Что я в жизни сделала такого, чтобы меня не любили? А сейчас я думаю, да, наверное, этот человек меня недолюбливает, а тот, наверное, видеть меня не может. То есть я иду и все время думаю, что я понимаю, что иногда смеюсь и говорю, к старости ты копилка как-то уже так наполняется, друзья, все, а тут как-то все, скудеет. В смысле, это не зря? В смысле отношений, я только это говорю. Не зря? Нет ощущения, что... То есть, с одной стороны, если бы вы их теряли, но добивались чего-то, это одна ситуация. А когда тебе на письма пишут, что мы не видим состава преступления, а ты еще и человека потерял, нет ощущения напрасности? Нет. Вот этого движения? Нет. Вы знаете, я знаю одно как это? Я сделала этот выбор. Я всегда как-то, у меня всегда, к вашему вопросу,
Я слышала тоже такие вещи. И я всегда спрашиваю, а кто это говорит? Это человек, который к нам обратился за помощью? Вот что она Или такая... тот, которому мы написали письмо о том, что он в чем-то не прав, да? Да, я всегда это спрашиваю. Я точно знаю, что ни один человек, ну, может, я такая самоуверенная, не знаю, но я точно знаю, что ни один человек, который пришел в офис уполномоченного, не мог уйти с таким чувством. Ни один. Потому что я всех знаю в лицо, я знаю проблемы все, с которыми к нам обратились, и мы с каждой проблемой работали честно. И я сделала этот выбор, что я сделаю все, чтобы вот этот человек не потерял ни веру в нас, ни в себя, ни в справедливость, ни в то, что в этом государстве можно, да, получить защиту. Конечно, не всегда это получалось, но даже в том случае, когда у нас не получилось, потому что вот как прокуратура, да, ничего не сделала, или суд принял такое решение, которое вызывает большое сомнение и так далее, я точно знаю, что все равно этот человек знает, что есть такие люди, которые всегда будут рядом и помогут. То есть есть такой орган, люди А у вас в есть этом единомышленники органе. во власти? Конечно. Во власти есть Конечно. те, кто... Единомышленники есть везде. Вот все Мы можем кого-то похвалить, может, не лично, но какое-то вот я управление, министерство, структуру, вот сказать, что кто-то нам помогал, кто-то стоит рядом с нами, кто-то тоже хочет по закону, кто-то хочет защищать права людей. Давайте кого-то похвалим. Нет, у меня специальная задача никогда не стоит ни похвалить, ни поругать, никогда. Нет, да? я имею в виду, Но что можем ли мы случае... кого-то вообще похвалить? Вот Кого? я вам скажу, не смогли бы мы, наверное, многие дела завершить успешно, да, а их немало. То есть в процентном отношении у нас, конечно, намного большая часть проблем, да, с которыми к нам обращаются, мы стараемся решить их проблемы. И это благодаря тому, что в этих структурах, в той же прокуратуре, в том же суде, да, в том же Министерстве внутренних дел, в том же СИЗО, да, есть люди, которые не приемлют унижение человеческого достоинства, не приемлют, когда есть чиновничий произвол. Да? Это люди, конечно, вместе с нами. Без них мы точно тоже ничего бы не смогли сделать. Они есть, и это среди учителей, это и среди врачей и так далее. Да, вот мы, например, психиатрическую больницу, да, мониторили. Конечно, там без них. То есть эти люди, с которыми мы встречаемся, которые говорят о своих проблемах, которые честно описывают, это все те, которые не хотят с этим мириться. Но другая проблема в том, что они потом оказываются, как это сказать, не изгоями, но в трудной ситуации. Они потом как бы плохо вписываются в эту структуру. Потому что есть вот эта круговая порука. Есть у вас проблемы в этой больнице? Молчите. Есть проблемы в этой школе? Молчите. Вы почему об этом рассказали? То есть, понимаете, а мы об этом знаем, мы приходим. Конечно, нам все равно, в любом случае, даже если бы они не рассказали бы, мы сами знаем, как мониторить, мы знаем, на что обращать внимание. Вот я хотела рассказать про и мы, конечно, вот эти ваши поездки в режимные объекты. Я знаю, что вы достаточно стабильно посещали психиатрическую больницу, интернат, естественно, все изоляторы временного содержания, тюрьму. Расскажите, во-первых, зачем это делается, а во-вторых, какие у этого результаты, то есть что вы рекомендовали по итогам этих инспекций, на что действительно обратили внимание, а что вы оставляете в наследство какую-то проблему нерешенную. Давайте это озвучим. Что у нас не так, что с режимными объектами нужно делать и менять? Ой. Но цель мониторинга, конечно, понимать, что происходит. Люди же жалуются. Люди, значит, раз жалуются, значит, есть проблемы. И наша, знаете, какая задача? Почему мы
основная задача правозащитной, любой правозащитной организации, помогая какому-то конкретному человеку дальше продвигать, да, эту защиту прав, делать ее успешной и так далее, эффективной. А как это сделать? Значит, нужно думать, не довольствоваться тем, что мы решили проблему конкретного человека. Наша задача, я думаю, что не только как официальной структуры, как офис уполномоченного, но и любой правозащитной организации. Если человек пришел с проблемой, значит, надо понять, в чем причина этой проблемы, на каком уровне, да, эта проблема, да, появляется и так далее. И как можно эту проблему устранить. Устраняя вот как проблему одного человека, мы думаем всегда, как бы это сделать так, чтобы завтра другие люди к нам с этой проблемой не обратились. За все эти годы мы не ограничились вот по любому вопросу, который к нам обращались, да, вот по конкретному делу, да, по конкретному человеку, мы не ограничились только этим делом. Если это касалось, например, той же психиатрической больницы, если это касалось одного человека, мы изучили, почему этот человек не получил лекарства там, или так, и так далее, с чем это связано, и на каком это уровне происходит, на уровне этой больницы или на уровне Министерства здравоохранения. Я знаю, Конечно, что мы с психиатрической больницей большая проблема в детском отделении, точнее в его отсутствии. Да, вот, например, к нам была одна история, мальчик из Гагры был, он, были проблемы, да, со здоровьем, с психическим расстройством и так далее. И вы знаете, и мы как-то к нам обратились, и мы не знали, куда этого, да, отправить ребенка, потому что у нас в стране нет отделения психиатрии, детской психиатрии. В психиатрической больнице, хотя там есть целое крыло, которое не задействовано, отремонтировано и так далее. И, к сожалению, несмотря на то, что это много лет тому назад с этой проблемой мы первый раз обратились, до сих пор эта проблема не решена. Это же на системном уровне. Это на системном... Мы проанализировали. Другая проблема. Нет кадров, нет финансирования. Почему нельзя открыть детское отделение? Был период, когда вообще ни одного человека в стране детского психиатра, когда не было ни одного детского психиатра. Потом кто-то вот появился, но при этом не появилось отделение. Но вы знаете, это же вот как бы не проблема, которую нельзя решить из-за того, что нет детского психиатра в стране. Если нет, тогда надо сделать так, чтобы пригласить таких людей, создать им условия для работы. Или же, это другая проблема, на которую мы выходим. Десятки детей уезжают учиться в медицинские вузы. Почему нет такого мониторинга, да, и по каким специальностям, да, у нас не хватает кадров? И почему эти квоты как бы не изучаются, почему не предоставляются эти квоты и так далее. По тем специальностям, которых у нас людей, по тем направлениям, где нет специалистов. Это все относится к вопросам системы управления и государственного вот такого, да, подхода. В тот период, когда не хватало лекарств, и им даже сказали денег на питание, на лекарственное обеспечение, они пациентам сказали, родственникам пациентов сказали, заберите, потому что нам нечем их кормить и так далее. Потом стали выяснять, кто же нам это сообщил. В этом была проблема, не в том, что нет питания. Вот в этом проблема. А в том, что То вы есть об тут этом начинают выяснять, кто доложил, донес. Вынести ссор из избы нельзя. Да, это говорит о том, что так мы ничего не сделаем, так мы не изменим, понимаете, ситуацию. Я считаю, что если мы на самом деле думаем о людях, если мы думаем о государстве абхазском, мы
не должны скрывать, да, те проблемы, которые существуют. Мне один из депутатов после отчета очередного сказал: вы выступили не как абхазский омбудсмен, да, но чуть ли не как вражеский, потому что вы вот об этих проблемах говорите на весь мир. У абхазцев есть одно очень хорошее выражение, но вот тот, кто скрыл болезнь, да, от этой болезни мать умерла. Там, ну, вот, такое есть выражение. Это как, вот знаете, как нарыв. Вот какой-то такой небольшой нарыв, да, но надо, как бы, чтобы это никто не видел, и ты там, сейчас много же средств, кремов тональных и так далее, ты красиво это все замазал, припудрил, и не виден этот нарыв, и слава Богу. А домой пришел, умылся и плачешь. И даже не умылся, и завтра ты намазал, припудрился, да, и послезавтра, и после, а в какой-то момент там течет гной. Никакая пудра уже это не удержит, понимаете? И вот эти нарывы вот на этой Абхазии нашей. Вот эти нарывы – это на нашей Абхазии. Если мы их не будем вскрывать, если мы не будем выяснять, почему этот нарыв, значит, значит, мы все сгниет. Понимаете? Мне кажется, когда... Например, когда телевидение не готово говорить о всех проблемах, да, открыто, публично, создавать разные площадки, да, на телевидении по разным темам, на проблемам. Или когда власть на самом высоком уровне не готов говорить об этих проблемах. У меня один вывод. Почему это так? Потому что это только для того, чтобы создать иллюзию, что все хорошо, чтобы сохранить власть. Никакой другой причины не существует. Чтобы скрывать проблемы, да, цель, задача скрыть проблему и не решать ее только для того, чтобы сохранить власть тех, кто ответственен за решение этих вопросов. На протяжении 30 лет в министерстве, ну, в комитете, да, по экологии, нам пришлось, например, в связи с вырубкой 21 эвкалипта в Новом Афоне на госдаче обратиться туда. И мы написали письмо в прокуратуру, мы написали письмо премьер-министру. 2 разных письма, и там 2 разных, как бы, ну, 2 темы. Во-первых, срублены просто красавицы эвкалипты, разрешение на это дал комитет по экологии, ну, министерство наше по экологии. А основание, знаете, какое, почему их надо было вырубить? Ну, срубить, это говорится обрезка, но на самом деле это на уровне ствола. Ну, ниже ты срубил ствол, выше срубил, это на уровне ствола. Если вы сегодня посмотрите на эвкалипты, они в таком же состоянии, там какие-то веточки, они уже не выживут. Но разрешение-то дало и основание, потому что кроны деревьев разрослись, вот там, как еще так называется, парусность увеличилась. И я сказала, а другими словами, вот стоит красавица дерева и мешает. И так не одно дерево, а 21 дерево мешает. И это аллея. И вот эту всю аллею срубили. Я спрашиваю у начальника, почему вы приняли такое решение? Начальник говорит, ну, может упасть. Я говорю, а так может любое дерево упасть? Ну, любое дерево вообще. Если нет экспертизы, да, оценки состояния, вот санитарного состояния этого дерева, там дупло, корень, там, ну не знаю, да, или эрозия какая-то, или еще что-то. Если такой оценки нет, только потому что дерево высокое, красивое,
Тогда надо все деревья вырубать. Мало ли где, кто пройдет в какое время. Хотя эти деревья вообще на улицу бы никак не направить, даже на тротуар бы нет, потому что это как бы за. А потом я выяснила, что нет никаких норм того, как делать эту экспертизу в этой организации. Санитарного состояния и так далее. Никаких правил, никаких нормативных таких документов, которые, да, вот это все. И так существует 30 лет. А мы что думаем? Мы думаем, что существует министерство, которое несет ответственность за то, чтобы следить за тем, чтобы наши деревья были в сохранности, чтобы экология наша, да, вот окружающий наш мир благоприятный и так далее. А оказывается, что там вообще даже инструкции нет у них. То есть мы думаем, например, когда по городу Сухому идет обрезка, или же в парке вырубаются какие-то кусты или еще что-то, что это делается в какой-то согласованностью с разными структурами. Мы так не думаем, Асида Георгиевна. Нет, мы так не думаем, Мы так уже давно когда не уже мы думаем. результаты видим. Но в целом мы думаем, что все же министерства существуют. И значит, раз они 30 лет там сидят, значит, у них-то все это хотя бы расписано, кто за что отвечает и как это вообще происходит. Оказывается, никак. Просто кто-то сидит и думает, ну давайте резать или нет. Слушайте, говорит он, а вообще эвкалипты можно подвергать такой обрезке? А другой специалист говорит, нет, нельзя. Это вопрос после того, как они уже срублены. Вы понимаете, что это происходит? Из Генеральной прокуратуры я получаю ответ. Мы 3 письма, что ли, написали. Мы хотели, чтобы объяснили, почему вообще управление госдачами обратилось за таким разрешением, на каком основании. И на каком основании вообще начальник Читанова дал такое разрешение. И еще мы обратились к премьер-министру вообще разобраться, почему нет этих норм и нормативов. Да? В итоге, в последний вариант ответа Генеральной прокуратуры. Скажите, вот насколько мы понимаем, вырубка деревьев не относится к защите прав человека. Они же не человеки. Это просто они перефразировали. Асида Шакрыл, пожалуйста, перестаньте нам присылать письма. Хотелось вот так, а пришлось вот так. А как бы понимать, что вообще это ландшафт, это наше... Вообще, почему вообще высаживали эти эвкалипты? Потому что это болотистые места, это нужно было как бы от малярии и прочее. Это вообще оздоровляет окружающую среду. Человеков. И человеков, чтобы были здоровее. Вот. И что вообще-то у нас есть вообще-то право на культурное наследие. Потому что это тоже как бы, да, часть нашего кода, часть нашей культуры, нашего города, там, не знаю, страны и все остальное. Асида Георгиевна, я хочу вернуться к депутату, который вам сказал, что нет от вашего выступления ощущения, что это говорит абхазский омбудсмен. Если я правильно помню, да, это было после всего отчета озвучено, но касалось оно именно вот той части вашего отчета, где вы говорили про проблемы Галского района. Я правильно помню? Да, я думаю, что этот человек, конечно, имел и Гальский район тоже в виду. Конечно, то, что происходит сегодня в Гальском районе, это результат неурегулированности грузино-абхазского конфликта. Понятно, что все эти проблемы, они с этим напрямую связаны. Если бы у нас был подписан договор о мире и так далее, конечно, все по-другому бы там развивалось. Конечно, у абхазского общества очень много опасений. Они связаны и с демографией, и с безопасностью абхазского государства и все остальное. Это все понятно. Мы понимаем, что все эти вызовы сегодня перед абхазским обществом стоят. Но при этом мы не должны забывать, что мы люди. Знаете? Вот как это говорят, человеки. Мы говорим о
о традициях абхазского общества, о нормах, о правилах. И в первую очередь мы называем человечность, достоинство, да, милосердие, гуманность, отзывчивость, забота. Это то, на чем это как бы держится, да, столпы, на чем держатся наши нормы, вообще наши традиции, все остальное. И вы знаете, ну так не бывает, что ты говоришь, что это твои традиции, это нормы, которым следует абхазское общество, а в каких-то вопросах ты, оказывается, ну, не следуешь этим нормам. Это означает, что ты или не следуешь, или они у тебя эти ценности есть, их или их нет. Поэтому как бы, я вот как бы думаю, что не надо себя обманывать. Это тоже тест. Да, Гальский район — тест на то, можем ли мы претендовать на вот эти ценности, как носители, да, как народ, как носители этих ценностей, этих принципов. И я считаю, что, ну, вот понимаете, я все же думаю, что абхазское общество не до конца понимает и знает, и владеет той информацией, которая вот относится к жителям вот восточных районов Абхазии, грузинской национальности. Если бы, я думаю, не знали бы, я вот на самом деле, не политизируя, без политизации, да, я думаю, они бы давно выразили протест. Расскажите. Потому что я знаю, что вот когда ты говоришь с людьми, что они не приемлют вот таких вещей, как унижать людей, да, держать их в таком. Я говорю, же многие не знают. Да, действительно, многие не знают, потому что люди, вот посмотрите, как случилось, люди рождаются здесь. Их отцы родились здесь, бабушки, дедушки. Они вернулись в Гальский район, они живут здесь. Они выбор свой сделали. Вот на этом этапе они сделали свой выбор. Они вернулись. И их дети рождаются, а они свидетельство о рождении не могут получить. Понятно, что в Гальском районе нет такой медицины и так далее, такого роддома и так далее. Понятно, что они связаны узами родственными и так далее с грузинами, которые там половина, ну их почти там, каждая семья, половина их находится там. Понятно, не поедут в лучшую клинику родить и так далее. Как наши, остальная часть Абхазии, другие наши граждане уезжают там, например, в Россию или даже за рубеж. Но у нас нет открытого конфликта военного. Но я и говорю, Россией. То есть мы не закрыли наглухо. Да, государство абхазское наглухо эту границу, как китайскую стену, не выстроили. То есть там остаются, они, понимая, что это вопросы гуманитарного характера, граница, она открыта, потому что, ну, понятно, что есть проблемы, да, с возможностями государства, и что люди могут получать там и медицинскую помощь или другую помощь и так далее. И люди ездят за этой помощью туда. Туда ездят не только жители Гальского района, туда ездит почти население всей остальной части Абхазии. Поэтому понятно, что эти перемещения имеют место. Но вот если это так, значит, дети рождались там. И получается, что если они родились там, они здесь не получают, потому что у них вот там место рождения Грузия. Это вот такие проволочки бюрократические, которые на самом деле, если с ними разбираться, да, они не имеют никаких оснований для того, чтобы кого-то лишать и так далее. Или же дети заканчивают здесь школу. Вы знаете, что до 2007 года вообще абхазские эти аттестаты не получали. И теперь они в этом, оказывается, виноваты, что аттестаты им не выдавали, они закончили гальскую среднюю школу, и не было аттестатов. Или же десятки людей, у меня есть списки, которые прошли военную службу, да, как это в рядах вооруженных сил прошли службу. И они в основной своей массе не получили военный билет, что они прошли службу в вооруженных силах Абхазии. Или же даже есть случаи, когда они получили, но у них отобрали. Вот
как им еще доказать, что они вот вернулись и живут, и хотят быть частью этого? Потом когда или же, знаете, посмотрите, сейчас от них требуют доказательств, что они вообще здесь жили с 94-го года, или кто-то, кто там вернулся в 97-м. Ну, вот эта волна, да, когда вот события гальские 98-го вынудили опять уехать. Там приняли норму, чтобы они доказывали, что они были здесь с 94 по 98. Они вернулись в 94-м. В 98-м начались события, они уехали. Потом, но есть, понимаете, какой-то осознанный выбор, когда люди уезжают, а потом вернулись, другие хотят там получить. Но здесь есть как бы, понимаете, вынужденные действия из-за военных, да, вынужденные перемещения из-за военных действий. Не учитывать же это тоже нельзя. Но люди опять возвращаются. Они живут. И сейчас вот люди вынуждают их доказывать их там 10-летнее, 20-летнее проживание. И вот эта ответственность возлагается, да, на людей. А они не виноваты в том, что государство не имеет базы данных, информацию о том, о людях, да, по крайней мере, главы администрации и так далее должны иметь базу данных. Когда, кто, по крайней мере, там, не знаю, есть книги вот, по хозяйственные, есть какие-то еще книги, это неважно. Но государство несет ответственность за эту информацию, за наличие этой информации. Потому что эти люди живут открыто в своих домах, обрабатывают земли, дети ходят в школу. Кто виноват в том, что они не поставлены на учет, они не учтены как люди, вернувшиеся в таком-то году? Да? Или же кто виноват в том, что им не дали соответствующий документ? Не знаю, как бы он там ни назывался, документ там, регистрация, или там, не знаю, форма номер 9, которая там, не важно. Но это государство несет ответственность за то, чтобы у любого человека, который сегодня находится в этой стране, если он там не имеет, да, чтобы он был зарегистрирован, чтобы у него были соответствующие документы и чтобы он законно пребывал на территории Абхазии. Это ответственность всех служб, служб, которые за это ответственны, например, миграционная служба, Министерство внутренних дел и так далее. А сегодня эти бедные люди должны... там еще другая история. Значит, когда они первый раз получали, кто-то абхазский паспорт, а кто-то вот вид на жительство получал, да, у них забирались их советские паспорта, формы номер 9 и так далее, а сегодня говорят, докажите, что вы проживали в это время там. А документы у них отобрали. Вы знаете, там очень большая коррупция, бюрократия. Потому что, я этим не занималась. Но я думаю, что если заняться, то можно найти людей, которые, да, получают деньги. Потому что люди говорят, да, мы даем деньги. Но кому мы не можем выяснить, потому что никто не ведет расследований. Но потом они получают и так далее, после каких-то таких долгих, мучительных там, да, процедур. Это одна история. Эти наши законы. Когда один закон о гражданстве 93-го года, он предусматривал одни требования. И там не было никаких вопросов о двойном гражданстве и так далее. Да? А потом внесли эти поправки, эти цензы и все остальное. Потом приняли закон о гражданстве с поправками 16-го. Там, да? В общем, и дали этому обратную силу. Да, вот это очень много, сейчас я не хочу вот обо всем про этом говорить, но результат у нас один, что сегодня люди, которые вернулись, и которые должны были быть гражданами Абхазии, они лишены гражданства абхазского. Многим сказали, вот процессы вот 2014 года, сказали, вы можете, не стараться получить гражданство абхазское, вам это что? Вы же хотите вот иметь возможности и грузинское гражданство иметь, и абхазское. Возьмите вид на жительство, все ваши права будут защищены. И у тех, у кого не было грузинского гражданства, то есть как сейчас кто-то может сказать, у всех есть, нет, чтобы как бы
считать гражданином Грузии, люди должны были подтвердить свое гражданство. Гражданство Республики Грузия, да, не Советской Грузии, а Республики Грузия. Люди, которые не выезжали туда, не подтверждали свое гражданство, им сказали, пойдите, возьмите типа отказ или там, там такая тоже история. Вы откажитесь, а люди приезжали за отказом, да, чтобы получить абхазское гражданство, а они говорят, у вас нет гражданства, их вписывали, да, и говорили, ну мы вас вот, вы теперь уже граждане Абхазии. Другая история, вы вот возьмите грузинское гражданство, и тогда вы будете иметь вид на жительство. А вид на жительство не ограничивает там в правах. И люди поверили. И те, которые не имели грузинского гражданства, тоже поехали, получили, чтобы взять потом вид на жительство. А когда они столкнулись с проблемами, да, которые вытекают уже из законов вида на жительство, они поняли, что они не полноправные граждане. У них есть серьезные ограничения, у них нет политических прав, у них нет того, у них нет там, права там, передачи собственности, продажи собственности и так далее. Много там проблем. Мне кажется, такая вот, знаете, не хочу говорить такими громкими, безответственными и так далее. Ну, по крайней мере, нечестное было, да, нечестное отношение к этим людям. Надо было честно сказать, как и что. Но этого не было сделано. Другая проблема, мы не дали им сделать этот выбор. Я знаю, что одно время, когда активно начали выдавать это гражданство абхазское, выдавать паспорта, в Грузии очень много говорили о том, что насильственно выдают паспорта и так далее населению Гальского района и все остальное. Это одна была проблема. И люди, и вы знаете, те, кто брали эти паспорта на самом деле, они серьезное сопротивление имели в Грузии, потому что те, кто голосовал, там, да, те, кто имел это абхазское гражданство, это в грузинском обществе они не воспринимались как герои, они наоборот говорили, что вы предаете интересы и так далее. То есть они тоже вопреки этому сделали. Они сделали как бы свой выбор на тот момент, который они могли. Потом стал вопрос, кто имел гражданство. Там тоже их тысячи человек, которые сказали, да, мы имеем гражданство, но мы хотим отказаться. А вот легитимного, отказа такого нет, потому что Грузия не отказывается, не отказывает в гражданстве или не лишает гражданства своих граждан, если они не приобретают гражданство другого государства и так далее. А поскольку Грузия не признает нас государством и так далее, то они считают, что таким образом лицо как бы без гражданства остается. То есть по соответствии с их законом они присоединены к конвенциям и так далее, что вот как бы поэтому они вот такие не выдают документы. На мой взгляд, что мы должны были сделать? Мы должны были дать им эту возможность. Если люди, они писали на каких-то бумагах, представляли это в паспортные отделы, абхазское государство должно было бы выработать там какой-то документ, который легитимным является для нашего государства. И мы признаем их отказ, наше государство признает отказ. И можно было там написать, что если там вы воспользуетесь после вот такого официального вашего заявления и так далее, вы воспользуетесь гражданством Грузии, вот тогда-то такие последствия. Но мы этого тоже не сделали. То есть мы не дали этим людям. Я знаю, что несколько тысяч человек, которые говорили, чтобы вот как-то на каком-то политическом уровне, чтобы этот вопрос был решен, чтобы им дали возможность выйти из гражданства Грузии, может быть, в рамках женевских дискуссий и так далее. Но и здесь никто не пошел им навстречу, понимаете? И что теперь они виноваты в этом? Многие говорят, пусть они сделают свой выбор. Я же вижу, что это из-за такого вакуума информационного. Люди очень плохо разбираются в том, что в Гальском районе происходит. И, конечно, очень легко все претензии им предъявить. Но не они управляют государством, не они принимают решения. Они просто все, кто является
теми, кто уже в результате этих решений, на них это все отражается. Вот теперь посмотрите, что происходит. Теперь с видом на жительство. У них и с видом на жительство проблем. Опять они получили вид на жительство там, много лет тому назад, и когда они получали вид на жительство, они поставили там, отметку, да, места проживания, вот, ну, потому что основание для получения должно быть там 10 лет или проживания, и они получили вид на жительство. Когда они пришли продлить вид на жительство, да, им сказали: а у вас тут не хватает срока проживания. Они говорят: ну как, мы же получили. На основании того, что мы уже 10 лет жили, мы же получили. Они говорят: а где это написано? То есть ошибки, да, государства, расплачиваться за ошибки государства должны эти люди. Они при чем, что вы не зарегистрировали, что вы неправильную отметку в этом паспорте поставили. И вот сегодня такой вакуум. Несмотря на десятки круглых столов, несмотря на доклады уполномоченного, мы не можем вот из этого порочного круга выйти, из этой бюрократии и в конце концов как бы приступить к решению этих проблем. Вы знаете, я думаю, что это не закончится никогда. Вот, ну, то есть эти проблемы этих людей не закончатся, потому что они вот такой на откуп вот местным органам отдали, паспортным управлениям, где мы знаем, что есть проблемы, как и в любом государстве, да, есть проблемы с коррупцией, с чиновничьим произволом, и с какой-то безответственностью. Ну, все это как везде присутствует. Поэтому вот как бы отдавать вот так вот на усмотрение нельзя, конечно. И я думаю, что у нас нет, вот понимаете, вот думать, что вот так вот будет все время идти. И в этом вопросе, и в других вопросах. Вот если вот так само по себе, самотеком, мы уже как бы приходим к какому-то вот финишу, да, когда мы можем сказать, есть вот как бы, да, вот какая-то есть точка невозврата. Мы уже вот как бы в этом. И во многих вопросах, если мы вот как-то концептуально не подойдем к решению наших проблем, мы уже на этой точке. Вот если и гальский вопрос, это вопрос серьезный, вопрос безопасности, экономический, ну очень много, но в первую очередь это проблема, связанная с нарушением прав. Невозможно в 21 веке вот как бы допустить, что ты можешь считать себя государством правовым, цивилизованным, когда у тебя десятки тысяч, да, в таком состоянии неопределенности, с кучами нарушений их прав и так далее. Ну, невозможно так. Ну, такие же нарушения и в других районах есть. То есть вот очень много проблем, которые характерны, которые имеются в Гальском районе, и этот же чиновничий произвол, и все. Это все касается и остальной части. Но там это в 100 крат как бы, да, болезненнее, сложнее и все остальное. Поэтому я считаю, что несмотря ни на что, никакие политические разногласия и все остальное, должен быть вот по этому вопросу выработан консенсус, политический консенсус. Мы должны понимать, что вот так дальше этого не может продолжаться так. Мы должны понимать, что в отношении Гальского района должна быть разработана концепция, что мы сегодня уже делаем, что завтра и что послезавтра. Вот если меня спрашивать, да, я всегда говорю, я считаю, что надо вот как бы... Мы же все понимаем, что это жители, которые не хотят никуда уезжать, они вернулись. Это означает, что они все равно же... Мы же хотим, чтобы они были гражданами, но если мы говорим об интеграции этого населения, и все об этом говорят, никто не сказал, что они не должны быть интегрированы. Значит, они уже 30 лет там. Значит, означает, что надо сегодня всем, кто проживает в Гальском районе, признать их гражданами Республики Абхазия, потому что все сроки уже прошли для того, чтобы признать уже. Хорошо, не могли в 94-м, не могли в 2000-м, не могли в 2010-м, но в 2021-м уже все сроки, вот как бы они прошли. Они должны быть признаны гражданами Республики Абхазия. Прекратить вот это вот всю эту бюрократию, весь вот этот вот чиновничий беспредел и манипулирование этим вопросом. И
И тогда уже мы можем говорить, что делать с их грузинским гражданством. Да? Вот надо им дать выбор, сказать, мы говорим вот так. Вот вы понимаете, что я не думаю, что от того, что сегодня та же ситуация, которая сложилась, что у нас граждане Грузии на территории Абхазии при неразрешенном грузино-абхазском конфликте, что это большая безопасность Абхазии. Я хочу услышать аргументы. В чем? Приграничной зоне, да, с Грузией. Граждане Грузии, с юрисдикцией Грузии. Почему? Кто-то, если может сказать, что нет, не так, нет. Уважаемые всем, кто думает, что это не так. Если там проживают граждане Грузии, конечно, Грузия будет говорить о том, что там его граждане проживают. У них другого гражданства нет. Они не граждане Абхазии. Это ответственность Грузии за этих граждан. И, конечно, абхазское государство должно принимать все их претензии, все их, как бы, да, вот на все те вопросы, на которые они указывают, должны, да, решать. Тогда надо будет совместно решать с Грузией все эти вопросы. Или же давайте сделайте так, как это естественно должно было быть, а не граждане Абхазии. И давайте возьмем мы ответственность за проживание, за людей, тех, кто проживает на нашей территории. И они должны, их права не должны быть нарушены. Никто не может чувствовать себя, вот я не знаю, вот если уйти от политики, но чтобы какой-нибудь абхазец или там, ну, который мы говорим, я сейчас вот хочу сказать именно об абхазах, которые вот, ну, со всеми нашими традициями, что это не задевает его достоинство, если рядом находится униженный человек, бесправный. Нет, ну я не могу, я хочу спросить, какой-нибудь вот уважающий себя человек может смириться с тем, что вот так можно, да, обходиться с людьми. Там куча вопросов гуманитарных, да, социальных таких, вот, ну очень, ну как и везде. Поэтому мы же государство не может отказываться от своих обязательств. Верховный суд, вы понимаете? Вот я когда говорю обычная прокуратура, а потом генеральная, да, и на уровне генеральной когда, или на уровне Верховного суда мы видим нарушения, да, но вот тут уже вот беспокойство в 100 крат больше. Нет таких должностей, за которые надо цепляться, потому что ты точно чувствуешь, что здесь есть несправедливость.